Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы в 5 классе. Урок номер 49. Тема «Литературная сказка». О чем вам говорят имена Шарль Перро, Ганс Христиан Андерсен, братья Гримм? Это авторы известных сказок о Красной Шапочке, Снежной Королеве, Белоснежке. Упражнение 319. Прочитайте названия волшебных предметов из сказок. Первое – Шарля Перро, второе – Ганса Христиана Андерсена. Угадайте, из какой сказки каждый из них, какую роль они сыграли в сказке. Первое – волшебная палочка, тыква, хрустальные туфельки, веретено, сапоги. Из сказки «Золушка» волшебная палочка, тыква, хрустальные туфельки. Из сказки «Спящая красавица» веретено. Из сказки «Кот в сапогах» сапоги. Второе. Санки, горошина, скорлупа грецкого ореха, зеркало, крапива, сундук. Из сказки «Снежная королева» санки, зеркало. Из сказки «Принцесса на горошине» горошина. Из сказки «Дюймовочка» скорлупа грецкого ореха. Из сказки «Дикие лебеди» крапива. Упражнение 320. Укажите сказки Андерсена, в названиях которых есть прилагательные. Поставьте к ним вопросы. Какие из этих сказок вы читали? Вспомните главных героев. Соловей, Новое платье короля, Снежная королева, Русалочка, Дюймовочка, Гадкий утенок, Дикие лебеди, Принцесса на горошине, Стойкий оловянный солдатик, Ганс Чурбан, Огнево, Свинопас. Названия сказок, в которых есть прилагательные, это Новое платье короля. Платье какое? Новое. Снежная королева. Королева какая? Снежная. Гадкий утенок. Утенок какой? Гадкий. Дикие лебеди. Лебеди какие? Дикие. Стойкий оловянный солдатик. Солдатик какой? Стойкий оловянный. Упражнение 321. Выпишите названия сказок Шарля Перро, в которых есть прилагательные. Укажите их число, род и падеж. Вспомните, о чем эти сказки. Синяя борода, Золушка, Кот в сапогах, Красная шапочка, Подарки феи, Мальчик с пальчик, Ослиная шкура. Синяя борода. Борода какая? Синяя. Единственное число, женский род, именительный падеж. Красная шапочка. Шапочка какая? Красная. Единственное число, женский род, именительный падеж. Ослиная шкура. Шкура какая? Ослиная. Единственное число, женский род, именительный падеж. Упражнение 322. Найдите словосочетания, в которых есть прилагательные женского рода. Составьте предложения, поставив прилагательные в именительном падеже. Подчеркните их как члены предложения. Прекрасная. Какая сказка? Прекрасный. Какой сказочник? Известная. Какая книга? Известный. Какой поэт? Художественная. Какая литература? Художественный. Какой стиль? Значит, мы выписываем оттуда прилагательные женского рода. Прекрасная сказка, известная книга, художественная литература. Теперь составим предложение, поставив прилагательные в именительном падеже. Я читал прекрасную сказку. Я читал что? Прекрасную сказку. Слово «прекрасную» в предложении играет роль определения, поэтому мы подчеркиваем волнистой чертой это слово. Мне подарили известную книгу. То же самое. Я люблю читать художественную литературу. То же самое. Слова прекрасную, известную, художественную играют роль определения. Поэтому мы подчеркиваем волнистой чертой. Учимся применять правила. Чтобы узнать, какое окончание пишется у прилагательного, нужно
Первое. Определить, к какому существительному относится прилагательное. Второе. Определить род, число и падеж этого существительного и прилагательного. Третье. Подставить для проверки вопросительное слово «какой». Он сделал сказку жанром художественной, какой литературы. Окончание прилагательного соответствует окончанию вопросительного слова. Склонение имен прилагательных женского рода в учебнике «Ваш помощник», таблица 2, страница 127. Сол жерде тұрған кестені қарап шығыңдар балалар. Художественная литература, көркем әдебиет. Упражнение 323. Прочитайте отрывки из сказок Андерсона. Назовите, из каких они сказок. Первое. Вдруг из чащи тростника выплыли 3 чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. Полечу-ка я к этим царственным птицам. Они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный осмелился приблизиться к ним. Ну и пусть. Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки кур и гусей, толчки птичницы, да терпеть холод и голод зимою. Второй отрывок. Кай взглянул на нее. Она была так хороша. Он и представить себе не мог более умного, более прелестного лица. Теперь она казалась ему ледяной, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему. В его глазах она была совершенством. Кай уже не чувствовал страха и рассказал ей, что умеет считать в уме и даже знает дроби, а еще знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей. Первый отрывок – это отрывок из сказки «Гадкий утенок». Вы правильно угадали, ребят. Теперь второй отрывок из какой сказки? Правильно, это отрывок из сказки «Снежная королева». Молодцы. Работа в группах. Укажите количество прилагательных в первом тексте и укажите количество прилагательных во втором тексте. В первом тексте прилагательных 6, во втором тексте прилагательных 5. Подберите синоним к прилагательному «чудный», первая группа, а вторая группа подберет синоним к прилагательному «прелестный». Чудный – прекрасный, прелестный – красивый. Найдите в тексте прилагательные антонимы красивых, безобразных. Подберите антоним к прилагательному умный, умный, глупый. Определите число прилагательных в выделенном словосочетании в первом тексте. Красивых – множественное число, а вторая группа – квадратных – множественное число. Определите род и падеж прилагательного в словосочетании «странная грусть». Странная – женский род, именительный падеж. А вторая группа – умного лица, умное лицо, значит, это средний род, умного, какого, родительный падеж. Как вы думаете, почему утенку стало грустно, когда он увидел прекрасных птиц? Ему стало грустно, потому что он был безобразным, а птицы были красивые. Как вы думаете, почему Кай уже не чувствовал страха перед Снежной королевой? Потому что его околдовали, его сердце стало ледяным. Определите тип и стиль первого текста. Тип повествования – художественный стиль. Определите тип и стиль второго текста. Описание – художественный стиль. Упражнение 324. Поставьте прилагательные в форме женского рода. Составьте с любыми двумя словосочетаниями различные по цели высказывания предложения. Французский писатель, французская писательница, известный поэт, известная сказка. Хрустальный дворец, хрустальная туфелька, красный сапог, красная шапочка, красивый замок, красивая птица. Теперь составим два предложения. Прочитай сказку «Красная шапочка». По цели высказывания это предложение побудительное.
Я увидел красивую птицу. По цели высказывания это повествовательное предложение. Упражнение 325. Прочитайте начало сказки Шарля Перро. Из какой сказки этот отрывок? Как вы догадались, найдите и выпишите прилагательные женского рода вместе с существительными. Определите падеж. Проверьте себя по вашему помощнику. Жила-была маленькая девочка, которая почему-то очень не любила ходить прямой и короткой дорогой. Всегда она выбирала самую длинную тропинку. А уж если мать посылала ее куда-нибудь с поручением, то ждать ее приходилось очень долго. Девочка часами могла бродить по лесу, собирать спелую ягоду и напевать веселую песенку. А еще она любила разговаривать с каждым, кто встречался ей на пути, даже с незнакомыми. Это отрывок из сказки «Красная шапочка». Девочка какая? Маленькая. Именительный падеж. Дорогой какой? Прямой и короткой. Творительный падеж. Тропинку какую? Самую длинную. Винительный падеж. Ягоду какую? Спелую. Винительный падеж. Песенку какую? Веселую. Винительный падеж. Назовите одним словом. Первое. Тот, кто пишет сказки. Это сказочник. Второе. Действия, события, в которых раскрывается основное содержание художественного произведения. Это сюжет. Третье. Род произведения в искусстве. Это жанр. Четвертое. Главное действующее лицо литературного произведения. Это герой. Упражнение 326. Прочитайте начало сказки Шарля Перро. Как называется эта сказка? Вспомните ее героев. Вместо знака вопросительного подберите к выделенным существительным подходящее по смыслу прилагательное женского рода. Укажите падеж. Найдите слово с непроизносимым согласным. Жили на свете король с прекрасной королевой. Творительный падеж. Детей у них не было. И вот, наконец, когда они совсем потеряли надежду, у прекрасной королевы, у кого? У прекрасной королевы, родительный падеж, родилась чудесная дочь. Какая дочка? Чудесная. Дочка здесь надо написать. Именительный падеж. Это сказка «Спящая красавица». Герои: король, королева, принцесса, принц, феи, старушка. Слово с непроизносимым. Согласным. Праздник. Звук «д» не произносится. В слове «сердце» точно так же звук «д» не произносится. Сердце. Искусственный. Здесь произносится один «с», пишется два «с». Искусственный. Ребята, ответьте на эти вопросы. В каких сказках герою помогали находчивость и смекалка? В каких сказках награда приходится от трудолюбия и доброту? Какая сказка вам кажется самой интересной, страшной, веселой, печальной, поучительной? Укажите верные или неверные ответы. «Снежную королеву» написал Шарль Перро. Неверный ответ. Эту сказку написал Ганс Кристиан Андерсен. «Золушка», «Красная шапочка», сказки Шарля Перро. Верный. Верный ответ. «Дюймовочка на балу потеряла хрустальную туфельку». Неверный ответ. Это была Золушка, да, ребята? «Гадкий утенок», сказка Андерсена. Верный ответ. Хай — герой сказки «Оловянный солдатик». Неверный ответ. Хай — герой сказки. Какой сказки? «Снежной королевы». Упражнение 327. Составьте синклейн к слову «сказочник». Первый ряд — сказочник. Второй ряд
знаменитый, великий. Третий ряд сочиняет, пишет, рассказывает. Четвертый ряд Ганс Христиан Андерсен, известный великий сказочник. Пятый ряд писатель. УСА. Учимся самостоятельно. Запишите имена героев прочитанных вами сказок и подберите к ним прилагательные, характеризующие их внешность, поведение, характер. Я прочитала сказку «Снежная королева». Снежная королева холодная и бездушная. Кай – добрый и отзывчивый, смелый и сильный мальчик. Герда – бесстрашная, целеустремленная и добрая девочка. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующих встреч. Подпишитесь на канал.